нашем обществе должны высоко цениться такие качества, как трудолюбие и профессионализм. Специалисты, в совершенстве владеющие своим делом, повышают качество нации. Поэтому мы поднимаем статус человека труда. Работа в этом направлении не остановится и будет продолжаться. Плохой работы не бывает, любой труд достоин уважения. Самое главное, каждый должен глубоко осознавать свою ответственность и качественно выполнять свои обязанности. Только тогда наша страна встанет на верный путь развития. Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан. Действительно, слова президента сегодня становятся реальным жизненным принципом в каждом регионе страны, в том числе и в сельском округе Аскар Токпанов Илийского района Алматинской области. Благодаря гражданам, для которых трудолюбие и профессионализм стали жизненным ориентиром, обновляется социально-культурный облик села, возрождаются национальные ценности. Даже одно только переименование округа – это торжество государственности, национального духа и яркое воплощение концепции справедливого Казахстана, обозначенной главой государства. Сельский округ Аскар Токпанов, расположенный вблизи мегаполиса Алматы, сегодня динамично развивается. Урегулирование жизнедеятельности такого масштабного региона, решение вопросов дорог, водоснабжения и освещения требует большой ответственности. С 2021 года обязанности акима сельского округа исполняет Бауржан Акжолович Жумабаев. Это опытный специалист, получивший профессиональную закалку в системе государственной службы. Уроженец села Акши-Куртинского района. За годы трудовой деятельности он прошел все ступени работы в акимате и зарекомендовал себя как компетентный руководитель, умело построивший открытый диалог с местными жителями. Бауржан Акжолович, мы сегодня приехали познакомиться с вашей работой на посту акима сельского округа Аскар Токпанов. Вы являетесь человеком, который внес значимый вклад в изменение названия этого сельского округа и его населенных пунктов. Я уже несколько лет работаю акимом сельского округа. В те годы, например, нынешнее село Байкент называлось Чапаево. После моего избрания на пост сельского акима начались изменения в названиях ряда населенных пунктов. В 2017 году мы совместно с местным сообществом провели собрание и, согласовав с жителями, внесли свой вклад в переименование села. Село Чапаев было переименовано. В соответствии с ономастикой было предложено название Байкент. Это богатый, мощный населенный пункт. Это село в Алматинской области относится к категории населенных пунктов городского типа, так как еще со времен Советского Союза было полностью проведено газоснабжение, имеются дороги, освещение, дом культуры и вся необходимая инфраструктура. Поэтому было принято решение дать ему название Байкент. В 2017 году этот вопрос был вынесен на уровень местного сообщества и передан в ономастическую комиссию, а окончательное название было утверждено в 2023 году. Позже, изучив ономастический список 2023 года, я увидел, что имя Аскара Токпанова уже включено в перечень. Мы снова подали предложение. В конце 2024 года название села было официально изменено на Аскар Токпанов. Это было долгожданное решение для его жителей. Аскар Токпанов – человек, внесший большой вклад в культурное развитие нашего района и всей страны. Когда его имя было присвоено селу, многие старейшины приезжали, выражали благодарность и давали благословение, говоря: это очень правильное решение. Был организован большой поминальный обед, гостям дарили чапаны. Вместе с жителями было проведено крупное мероприятие. Давайте поговорим об этом сельском округе, о развитии его экономики. Сколько человек здесь проживает, с какими проблемами сталкиваются жители. Наш сельский округ в целом состоит из двух населенных пунктов – село Аскар Токпанов и село Жайнак. Кроме того, на нашей территории расположены 27 садоводческих массивов. В настоящее время, как вы знаете, по поручению главы государства активно проводится работа по включению садоводческих хозяйств в состав сельских округов.
На сегодняшний день из 27 массивов 23 уже включены в состав нашего округа. Оставшиеся массивы находятся на границе с Карасайским районом, поэтому их включение планируется поэтапно. В первую очередь будут включены дачи, расположенные внутри села, затем те, которые находятся в 2-3 километрах от него, и далее более отдаленные массивы. По данным переписи 2022 года, численность населения округа составляет 24 тысячи человек. Эта цифра ежегодно растет, так как округ расположен вблизи Алматы, крупного мегаполиса. Вы говорите, что присоединяются новые садоводческие массивы. Давайте подробнее остановимся на потребностях жителей, дороги и питьевая вода. Каково качество дорог? Насколько они нуждаются в ремонте? И в целом, какие у вас планы? Если говорить об этих проблемах, сейчас дороги в новых застроенных районах внутри села требуют асфальтирования. Ранее там были проведены работы по отсыпке песочно-гравийной смесью. Что касается водоснабжения, в 2021 году, когда я был избран акимом, это был один из самых острых вопросов. В период с 2021 по 2023 годы мы проложили около 25 километров водопроводных сетей. На сегодняшний день около 2000 семей обеспечены качественной питьевой водой. Эти работы были выполнены при поддержке государства, областного акимата и при содействии районного акимата. Я также выхожу на прямые эфиры с населением в ТикТок и Инстаграм, провожу встречи с жителями, обсуждаю, на каких улицах необходимо установить освещение. Поскольку это крупное село, мы стараемся поэтапно обеспечить электричеством все улицы. Сейчас территорию мы условно разделили на 3 участка: старое село, новое село и новые застроенные территории. Старое село — это бывший Казцик, построенный еще в советское время. Новые застроенные территории — это участки, выделенные после 2000-х годов. На сегодняшний день осталась только одна улица, где необходимо завершить работы по освещению. В этом году мы провели электролинии на 6 улицах. В планах остается улица Мусрепова в старой части села. В целом, по освещению улиц разработан проект стоимостью 927 миллионов тенге. В его рамках предусмотрена установка 8 новых трансформаторов, прокладка около 24 километров электрических сетей, замена опор и линий. Также планируется установка уличного освещения на всей протяженности этих сетей. Еще ведется работа по открытию отдельных лицевых счетов для каждого абонента с целью снижения тарифной нагрузки. Что касается дорог, в настоящее время ситуация постепенно улучшается. В этом году планируется отремонтировать 10 улиц. Ежегодно проводится ремонт 5-6 улиц. Например, в прошлом году была заасфальтирована улица Бекет-Ата длиной 2,7 километра. В этом году планируется ремонт улицы Достык длиной 1,9 километра. А также в прошлом году был завершен ремонт улицы Суинбай-Аранулы в селе Жайнак длиной 1,7 километра. Также были завершены работы на улице Екенши-Квартал длиной 1,3 километра. Кроме того, полностью заасфальтирована улица Бейсеов длиной 1,9 километра. Мы в первую очередь охватываем длинные улицы, затем постепенно переходим к более коротким – 500-700 метров. Безусловно, невозможно завершить все работы за один год. Мы это разъясняем населению, и жители относятся с пониманием к поэтапной реализации этих проектов.
Теперь о микрорайоне Аманат. Здесь тоже есть вопросы, связанные с дорогами. Речь идет об улице Бекет-Ата. Это самая длинная улица, 2,7 километра. В прошлом году здесь был полностью уложен асфальт. Также установлено уличное освещение. Все работы проводятся поэтапно, в зависимости от ежегодного выделения средств и планирования. Начав работы с самой длинной улицы, мы можем обеспечить благоустройство 5-6 более коротких улиц. Сейчас в селе также проводятся мероприятия по санитарной очистке, субботники. Мы стараемся привлекать население к участию в этих работах, чтобы люди убирали свои дворы и, конечно же, приучали к этому детей. Этот мусор ведь выбросили сами жители? Как вы видите, вот здесь мусор оказался на земле. У нас сейчас проходит акция «Таза Казахстан». В рамках этой программы бытовые отходы, к сожалению, иногда оказываются вне положенных мест. Этот мусор затем будет убран и вывезен в специальные контейнеры. С прошлого года у нас работает частный предприниматель по вывозу мусора «Мирас». Сейчас у нас установлены определенные дни, когда жители выставляют мусор. В эти дни он вывозится. Бросать мусор в неустановленное время нельзя. У каждого есть свои дни вывоза. Если вывозить раньше, его могут растащить животные и собаки. Поскольку это жилой массив, вывоз отходов осуществляется строго по графику. В целом село постепенно приводится в порядок. Уже уложен асфальт на ряде улиц, устанавливаются уличные фонари, ведется посадка деревьев, проводится озеленение. Мы стараемся решать все вопросы, связанные с жизнью села. На эти цели выделяются средства. Работа ведется, исходя из приоритетных потребностей населения. Как оказывается поддержка со стороны акимата местным предпринимателям, малому и среднему бизнесу, производственным предприятиям? Привлекаете ли вы инвесторов? Как обстоят дела с трудоустройством? Давайте поговорим об этом. В настоящее время вся работа в значительной степени зависит от налоговых поступлений. Чем выше налоговые поступления, тем больше возможностей для решения социальных вопросов в нашем селе. Поэтому эта работа ведется системно. У нас есть специальная производственная зона. В этом районе размещены крупные компании. Был, например, большой завод строительной техники, который на момент моего прихода не работал. После переговоров с владельцами и привлечения инвесторов удалось возобновить его деятельность. Инвесторы вложили около 2 миллиардов тенге в строительные склады, начали работу. Кроме того, в этой же зоне работает компания «Казак Класс Компани», которая занимается производством бутылок. По вопросам увеличения газового давления мы также вели переговоры с районным акиматом. Оказали содействие в подключении и решении инфраструктурных вопросов, а также помогли с финансированием подъездных дорог. В числе реализованных проектов улица Менделеева, которая входит в число 10 улиц, о которых я говорил ранее. Она проходит через промышленную зону. Таким образом, мы оказываем поддержку этим предприятиям, поскольку они вносят значительный вклад в бюджет. Их налоговое отчисление составляет около 600 миллионов тенге в год. Сейчас продолжаются переговоры с рядом новых компаний. Мы показываем им возможности, обсуждаем условия работы. Поскольку свободных земельных участков не так много, мы также взаимодействуем с частными землевладельцами, помогая им находить общий язык с инвесторами для совместной реализации проектов. Отдельное внимание уделяется малому и среднему бизнесу. Так как это пригородная территория, за последние 4 года на центральных улицах появились несколько новых зданий и объектов.
Это и центры досуга, кафе, спортивные объекты для молодежи. Наш земляк, спортсмен Даулет Ниязов, при поддержке фонда «Казахстан Халкына» открыл спортивный зал, что стало большим вкладом в развитие села. Мы также содействовали открытию других спортивных объектов. В хозяйствах села удалось открыть небольшие цеха, например, производство бетонного кирпича. Кроме того, развивается тепличные хозяйства, которые особенно важны с учетом климатических условий, чтобы обеспечивать население продукцией круглый год. В прошлом году был открыт крупный тепличный комплекс. Он уже введен в эксплуатацию. Также мы оказали поддержку в решении вопроса повышения давления газа, что позволило улучшить условия для бизнеса и населения. В небольшом селе есть жители, которые зарабатывают нелегким трудом, занимаются тепличным хозяйством, выращивают огурцы. Трудясь с раннего утра до позднего вечера без устали, они не только увеличивают благосостояние села, но и обеспечивают местный рынок качественной натуральной продукции. Благополучие, которое приносит труд, придает импульс развитию села и расширяет горизонты предпринимательства. Хотели узнать, как вы поживаете, и показать вашу теплицу, потому что вы выполняете большую работу. Уже около 2 лет вы вместе со своими 2 детьми самостоятельно занимаетесь выращиванием овощей. Сейчас теплица уже начинает приносить доход. Первые 2 года не окупалась. В последнее время, похоже, начинает окупаться. Как мы уже говорили, урожайность достигает 40 килограммов, иногда 50-60 килограммов. Все зависит от погоды. Если жарко и солнечно, то растет быстро. Кроме того, есть освещение. Этот участок в 4 сотки. Ширина 20 метров, длина 20 метров, высота 8 метров. Все это дети построили сами, вручную. Мы оказываем такую поддержку, поскольку это сельская местность. Если все средства будут уходить только на коммунальные расходы, строительство просто остановится. Поэтому мы оказываем поддержку. Мы уже обсудили основные жизненно важные вопросы – дороги и воду. Теперь перейдем к социальным вопросам. Вы упомянули необходимость Дома культуры. Нужна вам и новая школа. Это один из самых актуальных вопросов на сегодняшний день. В нашем округе функционируют 3 школы, 2 в селе Токпанов и 1 в селе Жайнак. Школа в селе Жайнак рассчитана на 450 мест, однако в настоящее время там обучается около 2000 детей. Это, безусловно, создает определенные трудности в образовательном процессе. В этой связи в селе Жайнак выделен земельный участок площадью 2,3 гектара, где планируется строительство школы на 900 мест. В селе Аскар Токпанов также выделен участок площадью 5 гектаров под строительство школы на 1200 мест. Кроме того, в обеих школах в Жайнаке, школа номер 31, в селе Аскар Токпанов, школа номер 6 имени Ануар Молдобекова, планируется строительство пристроек на 300 мест. Даже при строительстве новых школ на 1200 мест через 4-5 лет может вновь возникнуть дефицит мест, поэтому мы заранее предусматриваем строительство пристроек. Также в округе работают 3 частные школы, которые также вносят свой вклад в решение вопроса. Кроме того, сейчас начато строительство еще одной частной школы на 400 мест, которая в будущем также поможет разгрузить систему образования.
Что касается сферы культуры, строительство Дома культуры было начато еще в 1985 году, однако затем было приостановлено. Позднее объект перешел в частную собственность. Это случилось в 2017-2018 годах. Однако после изучения документов мы обратились в суд и в 2023 году получили положительное решение. Земельный участок был возвращен государству. В настоящее время разработана проектно-сметная документация. Стоимость проекта составляет около 34 миллионов тенге. Планируется строительство Дома культуры на 280 мест. В социальной сфере также существует потребность в амбулатории в селе Жайнак. Уже выделен земельный участок площадью 30 соток. В текущем году предусмотрено финансирование проектно-сметной документации. Если будут реализованы проекты по строительству школ и амбулаторий, уровень социальной инфраструктуры в округе значительно повысится. Также в селе работает частный медицинский центр, а с 2017 года функционирует амбулаторный центр в селе Аскар-Токпанов. Поскольку мы находимся рядом с Бурундаем, жители также пользуются районной больницей. Однако наибольшая потребность сейчас именно в строительстве амбулатории в селе Жайнак. Здравствуйте. Как вы? Это Азат, молодой человек. Он занимается производством полистирол-бетонного кирпича. Запустил это производство с прошлого года. Это отечественное производство. В настоящее время это один из незаменимых материалов в строительстве. Он сейсмостойкий, а также хорошо сохраняет тепло. В составе кирпичей используются полистирольные гранулы. Благодаря этому они такие теплые. Кроме того, они прочные и обладают хорошей шумоизоляцией. Это ведь размер для наружных стен? Да, тот блок, который вы держите, имеет размер 60-30-20 для наружных стен. Вот эти у нас, например, 10 размер, а те, что сзади, 15 размер. Они предназначены для внутренних перегородок. Он ведь получается легкий, да? Еще и теплый, и быстро возводится. Например, 3 человека могут построить дом за 1 неделю. Как с заказами. Сезон только начался в этом году. Люди уже завершили фундамент. Теперь постепенно начинают закупать этот кирпич и возводить дома. В основном строительство начинается в летний период. Акимат оказывает максимальную поддержку. Большое спасибо. Также предусмотрены льготные кредиты по 2,5%. Мы сейчас рассматриваем, насколько нам выгодны такие условия кредитования. Через программу Аула Манаты мы предлагаем Азату увеличить объем производства. Данный участок изначально предназначен для ведения личного подсобного хозяйства. После расширения бизнеса мы можем перевести эту землю в категорию производственной и изменить ее целевое назначение. Во-вторых, в рамках программы Аула Манаты создаются новые рабочие места. При этой программе предусмотрены дополнительные льготы, поскольку планируется производить не только кирпич, но и ряд других строительных материалов. Мы оказываем всестороннюю поддержку со стороны акимата. С одной стороны, это способствует развитию села, с другой, как вы видите, сейчас активно ведется строительство. Продукция полностью покрывает потребности нашего села. В летний период даже образуются очереди, поскольку качественных производителей сейчас не так много. И обеспечение занятости населения. Сколько человек здесь работает? Здесь работают 4-5 человек. В будущем, по мере продления сезона и роста количества заказов, мы будем увеличивать и численность сотрудников. В сельском округе есть вопросы по вывозу мусора, экологии и благоустройству. Давайте об этом поговорим. Насколько правильно выстроена эта работа?
Мы ежегодно проводим рейдовые мероприятия, проверяем дворы и при необходимости накладываем штрафы, фиксируем, где есть несанкционированные свалки. По итогам рейдов привлекаем нарушителей к ответственности. Также публикуем информацию в Инстаграм о проведенных рейдах и наложенных штрафах. Однако важно отметить, что уровень экологической культуры населения еще требует повышения. Например, вдоль тротуаров, протяженность которых составляет около 2 километров, ежедневно проводится уборка, особенно на маршрутах, где ходят школьники. Что касается субботников, вы знаете, что педагогов привлекать к ним напрямую нельзя, учитывая их статус. Поэтому мы работаем через взаимодействие с родителями. Проводим разъяснительную работу, в том числе с использованием видеоматериалов в школах. Детям объясняем, что уборка мусора в холодное время года – это труд их родителей, бабушек и дедушек, поэтому важно соблюдать чистоту и пользоваться специально отведенными контейнерами. С детьми также проводится воспитательная работа. Даже если они не выходят на субботники, им предлагают убирать свои дворы, снимать это на видео и отправлять нам. Мы таким образом отслеживаем их участие и активность. Это одновременно и вопрос порядка, экологического воспитания и приучения к труду. Сегодня, если честно, скрывать нечего. Мы уже привыкли давать детям смартфоны, покупаем им мопеды, выполняем практически все их желания. Но исполняя эти желания, мы иногда воспитываем детей, которых можно назвать духовно ограниченными. Они не знают, как наливать воду в самовар, не умеют правильно держать лопату, не умеют копать землю. Таких детей сейчас немало, это реальность. В современном мире, как говорится, настало время благополучия и мира. То, о чем говорили наши предки, как о времени, когда даже птица садится на спину овцы, независимость и стабильность — это наш высокий уровень развития. Но если мы хотим развиваться дальше, чтобы не потерять нацию, язык, духовные ценности, мы должны воспитывать детей через наши традиции и культуру. Воспитывать личным примером. Потому что ребенок, как говорится, не всегда делает то, что ему говорят. Он делает то, что видит. Если мы будем показывать правильный пример, тогда у ребенка появится цель, ориентир и понимание, каким должен быть его путь. Как говорится, родина начинается с семьи. Если в семье выстроены правильные отношения, если в доме ведутся конструктивные разговоры, если в семье прививается чувство патриотизма к стране и земле, тогда формируется гармоничное воспитание детей. А если, наоборот, сидеть и постоянно говорить: вот это плохо, то плохо, Аким не работает, полиция не работает, это неправильно. Нужно понимать, что Аким и полиция — это должности. Сегодня мы в одной должности, завтра можем быть уже на другой. Главное, чего нам сейчас не хватает, это, на мой взгляд, взаимопонимание, доброты и умение прощать друг друга. Сегодня сосед редко заходит к соседу. Если честно, есть люди, которые даже не знают своих соседей. Люди друг друга не знают. Конечно, нельзя всех огульно критиковать. Есть и такие соседи, у которых очень крепкие добрососедские отношения. И ребенок, видя такое поведение, в дальнейшем обязательно будет это продолжать. А если молодежь не уважает старших, не уступает место в общественном транспорте, то от таких молодых людей сложно ожидать хорошего будущего. Поэтому сейчас одна из главных задач — идеология. Мы ведем воспитательную работу с молодежью, начиная со школы. В ходе сегодняшней программы мы увидели, что в вашей деятельности Акима вы уделяете внимание духовному развитию, переживаете за молодежь и выражаете заботу о том, чтобы она не отдалялась от глубоко укоренившихся традиций нашего народа. Желаем вам не сходить с этого пути. Продолжайте вносить свой вклад в воспитание духовно зрелого поколения. От имени программы выражаем вам благодарность.